Связи решают, и если не все, то точно многое. И бизнес-нетворкинг – это ключ к успешному их построению. Сейчас это самый актуальный тренд в современном бизнес-сообществе. Впрочем, как и деловой внешний вид. Об этом мы поговорим. Здравствуйте, меня зовут Инесса Назарова. Вы смотрите Top Level на Atomic Business. В современных бизнес-кругах встречают не только по деловым качествам, но и по одежде. Внешний вид – это своеобразная визитная карточка. Ты обязан выглядеть не только опрятно и аккуратно, но и должен соответствовать современным деловым тенденциям. О том, какой должен быть мужчина 2022 года, мы поговорим с нашим звездным стилистом. Ира, привет. Здравствуй, Инесса. Считается, что мода – это чисто женская прерогатива, а мужчины остаются вечно неудел. Твое мнение на этот счет? Ну, смотри, мода в переводе с греческого звучит как модос. Это образ, правила, или же совокупность ценностей, вкусов. И очень сложно определить этот термин по половому признаку. Ведь современный мир показывает нам, что рано или поздно каждый человек так или иначе обращается к моде в любой сфере, не обязательно в одежде. А если говорить о мужчинах, для чего мужчинам обращаться к моде? Ну, как известно, всех встречают по одежде, и мужчины не исключение. Через одежду, как правило, мы показываем свое настроение, свою статусность, свою принадлежность к той или иной сфере. И для того, чтобы мужчине показать свой статус, нужно выглядеть соответственно. То есть мужчине необходим свой собственный стиль, как ни крути? Однозначно, да. Но, кстати говоря, сейчас пошла такая мода, такая тенденция говорить, что вот есть прекрасный бизнесмен, гениальный человек Стив Джобс, и вот у него был стиль просто обычная однотонная футболка и просто джинсы. И вот мужчины говорят, вот можно же так, зачем заморачиваться? Твое мнение? Ну, на самом деле, Стив Джобс, конечно, был новатором и в технологиях, и он имеет определенный статус. И если мы вернемся в истоки, в период обучения в колледже, Стив Джобс носил костюмы. А после, когда он уже отдал себя, так называемой, науке, да, технологиям современным, тем самым ему не приходилось себя проявлять с помощью одежды, кому-то что-то доказывать. И он выбрал более комфортные для себя джинсы Levi's и кроссовки New Balance, и, конечно же, черную водолазку. Но существует мужской журнал GQ, который периодически выпускает статью со списком самых плохо одетых мужчин. И, конечно, там был и Стив Джобс, и Билл Гейтс, и даже Марк Цукерберг. Поэтому не совсем правильно отдавать предпочтение стилю, то есть таких личностей. Да, стили таких личностей. Ира, знаешь, еще сейчас заметила, идет очень большая тенденция на стирание границ между мужским и женским гардеробом. Так называемый унисекс, он везде, и в мужских коллекциях, и в женских. Как ты к этому относишься? Совершенно верно. Я отношусь к этому позитивно, и уже давно могу сказать, что женщинам многим полюбился мужской сегмент, многие выбирают для себя одежду оверсайз плана, да, и, конечно, легче ее подобрать в мужском сегменте. Но что касаемо наоборот, все-таки я бы, конечно, посоветовала французское кружево и юбки оставить женщинам, а мужчинам больше присмотреться к цветовой палитре, то есть это более пастельные оттенки, присмотреться к рубашкам из шелка, с вот интересным принтом. Это женское, да? Это женское. Но может подойти и мужчинам? Вполне может, да, потому что сам по себе костюм, он очень универсальный, двубортный и имеет интересные детали в плане декора. И смелый мужчина вполне может примерить такой образ и на себя. Также можно отдать предпочтение, например, вещам без ворота, более приталенным вещам, ну и то есть декору. Взять на вооружение вот такие элементы Элементы, да, элементы. То есть, но при этом, если мы делаем более сглаженную линию талии, да, приталенную, при этом оставляем четкий силуэт плеча.
Посоветуй, пожалуйста, как мужчине создать собственный стиль, с чего стоит начать в первую очередь? Ну, если мы говорим о мужском стиле, то мы не можем обойти стороной бренд Keaton, который на рынке уже с 1968 года. И, конечно же, мужчинам, которые хотят показать свой статус, просто необходимо иметь в своем гардеробе такой костюм. Он сделан полностью вручную и отличается тем, что он практически невесом. Также можно обратить внимание на всю представленную здесь коллекцию галстуков. Для пошива одного галстука используется 1 погонный метр шелка. Что в свою... Какое расточительство. Да, но зато, когда мы видим мужчину в таком галстуке, мы понимаем его статусность. То есть он через одежду показывает нам, что он несет в этот мир и чего он хочет добиться. То есть, мужчина, если вы хотите показать, что вы успешны в этой жизни, то вам стоит заглянуть сюда. Ну, конечно, если же мы говорим о стиле casual, то хотелось бы прежде всего показать вот этот бомбер, выполненный из 100% кашемира, и внутри то, что как раз спасет в холодное время года, это стриженная норка. И то, что очень актуально для наших холодных погодных условий. Да, действительно. То есть обратить внимание на такую вещь очень советую, и она прослужит долгое время. То есть это базовая модель, которая будет служить вам годами. Базовая, но нетривиальная, очень необычная. Стиль мужчины формирует и его сфера деятельности, безусловно. Также его увлечение. Если мужчина увлекается спортом, то в его гардеробе всегда появляются более спортивные вещи, легкого плана, например, такие, как представленные здесь. Да? Например, универсальный спортивный костюм, куртка Аляска, да, которую можно также использовать в холодный период времени года. Ну и, конечно же, водолазки. В данном случае водолазка на замочке. Если же мужчина достаточно яркий, да, и ему хотелось бы каких-то красок привнести в свой гардероб, то советую приглядеться к этому красивому карамельному оттенку. Замшевый бомбер. Бомберы, кстати, это сейчас актуально, и они имеют более свободный крой, то есть мужчины не стеснены, да, а как мы знаем уже, они всегда за комфорт, поэтому такие вещи полюбятся и появятся, думаю, в гардеробе каждого мужчины. Она очень приятная, очень нежная выделка. Да, ее можно комбинировать с микровельветом, брюками, ну и добавить акцентные, например, детали цвета марсала, вот такую вот кофту. Такой глубокий, да. очень богатый. Ира, а если говорить про такие своеобразные табу в гардеробе, чего ни в коем случае сейчас уже не носим, и что можно смело выбросить, если имеется в гардеробе такая вещь? Мода сейчас очень обширная, и конкретно назвать какой-то антитренд, тем более в мужской моде, достаточно сложно. Но советую отказаться от более приталенных, да, таких каких-то вещей, которые бы стесняли движение, вещей, которые не поддерживают друг друга, да, потому что в моде многослойности, соответственно, противовес этому очень простая одежда, когда мы вот надеваем какую-то водолазку и брюки. И на этом все, да. То есть в современном мире, в тенденциях современной моды хочется поддержать это либо пиджаком, либо какой-то безрукавкой, да, либо тем же бомбером. Советую не стесняться, пробовать, экспериментировать, примерять, чаще ходить по магазинам. Хорошо, спасибо большое. Спасибо тебе. По сути, каждый из нас занимается нетворкингом, но не каждый знает, как из этого извлечь пользу для работы или бизнеса. Сегодня я пришла узнать все секреты налаживания деловых связей.
Сегодня здесь собрались молодые, амбициозные предприниматели и бизнесмены. Цель – поиграть, провести приятное время, но и, конечно же, наладить нетворкинг. Кстати говоря, по статистике 85% вакансий закрывается именно с помощью знакомств. И я говорю совсем не о кумовстве. Речь идет о том, что если вы хорошо делаете свою работу и с вами приятно иметь дело, то результат от правильных и нужных знакомств не заставит себя ждать. О, Ира, привет! Добрый вечер. Подскажи, пожалуйста, как пришла идея создания вот такого именно времяпрепровождения? И, собственно говоря, чем здесь занимаются все собравшиеся? Инесс, начну с того, что я сама около 4 лет играла в эту игру и была активным пользователем. Потом мне предложили принять участие и стать организатором. Я с радостью согласилась, потому что это отличный нетворкинг. Можно познакомиться с нужными, важными и очень интересными, начитанными людьми. И, собственно, завести нужные знакомства и хорошей, приятной компании, понятной нам, нашему возрастному контингенту, отлично провести время. Расскажи, пожалуйста, как проходит вечер, чем здесь люди занимаются? Игра «Угадать за 60 секунд» — это более динамичная версия игры «Что, где, когда». Скажи, пожалуйста, как формируются команды? То есть это какой-то случайный или люди должны заранее договориться? То есть вот, допустим, я здесь никого не знаю. Я сейчас могу подсесть кому-нибудь за стол, выберу посимпатичнее, подсесть и поиграть? Или же нужно заранее? Дело в том, что у нас есть часть сформированных команд. Такие команды редко к себе присоединяют новичков. Но есть и команды сборной. Допустим, сегодня у нас есть 2 стола сборной, именно сборной, когда люди подписались, узнали о нас или подписались в Инстаграм и пришли по одному, по 2, и мы собираем команды. Это вообще не проблема. Самое главное, чтобы было желание. Вот вы играете, есть ли время для общения, когда люди успевают познакомиться между собой, как это все происходит? Конечно, есть. Мы играем так. 10 вопросов, капитанский конкурс, потом пауза, еще 10 вопросов, награждение именинников, дарим торт и в конце общее награждение. Но помимо игры, то есть у нас нет такой задачи отыграть и всем домой уйти. У нас задача как раз состоит в том, чтобы состоялся хороший нетворкинг, чтобы завязались нужные отношения, чтобы мы узнали, чтобы о нас узнали. И поэтому, скажем так, мы играем, но домой не спешим. Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Здравствуйте. Здравствуйте, Как вас зовут? меня зовут Айнель. Подскажите, пожалуйста, а чем вы занимаетесь? Я предприниматель, ютуб-блогер и коуч, лайф-коуч, женский коуч. Давно вы в такую игру играете? Как часто вообще приходите вот на такие мероприятия? Да, конечно, я начала играть еще в Алмате, но вот здесь вот как шоу-пан начала вести, как девочки привезли сюда эту игру, но регулярно, на регулярной основе, потому что у нас в городе недостаточно такого интеллектуального досуга, приятного с полезным, ну вот почти регулярно, не пропуская, наверное. Расскажите, а когда-нибудь срабатывали знакомства, какие-то деловые связи именно вот на таких мероприятиях? Да, конечно. Я здесь на этом мероприятии нашла однажды себе дизайнера, да? Девушку, которую я прежде не знала. А также, обязательно это же всегда такое неформальное общение, встречаешься с людьми и обязательно полезные знакомства завязываются. Blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heavens above, I'm only human. Раскройте, пожалуйста, секрет, как победить на такой игре. Много читать, быть умным, все. Ну, вот я только что услышала, что, оказывается, большое количество. Я думала, чем больше мозгов одной команде, тем это ближе к успеху. А вы сказали, что на самом деле нет. Не всегда, потому что нужно же слышать друг друга. И бывает, что вот потом ядро вот с вопроса тяжело уловить. Я видел, когда 2 человека за столом выигрывали турниры. Ого. Но и, наверное, когда много человек, много вариантов неправильных ответов. Ну, бывает и так.
Да здесь вот кроме Александра остальные вот мужчины для красоты здесь, для проформы. Don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free. Last name is dumb. But you still believe in where we're from. Скажите, пожалуйста, а в Астане как давно появились такие игры и насколько они сейчас популярны? Мне сейчас сказали, вот только что разговаривала с ребятами, вроде бы 5-6 таких игр интеллектуальных проводят в Астане. Ну, значит, они требуют, как есть спрос на это, распроводят. Только у нас в Казахстане могут сочетаться внешность и ум, и еще предпринимательская жилка. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Я специалист по персональному имиджу. Это один из моих видов бизнеса. Я консультирую людей, обучаю их ораторскому искусству. Помимо этого, что еще входит в формирование имиджа? Вот ораторское искусство, еще что? Работа с манерами и упаковка стиля. А кто ваши клиенты? Бизнесмены, политики. Ага. То есть мужчины пользуются, да? Как правило, у нас только девушки любят себя прокачивать, заниматься каким-то самосовершенствованием, а мужчины считают, что не так хороши. Нет, я бы сказала равномерно. И мужчины, и женщины являются клиентами. Подскажите, как часто вы приходите на такие мероприятия и что вас здесь прельщает? На таком мероприятии впервые, но я за любую активность. Мне интересно, что это новая площадка, интеллектуальная, в которой можно получить какое-то развитие, пользу и нетворкинг. Участники все успешные люди, это топ-менеджеры, владельцы бизнесов. У нас есть инфлюенсеры, блогеры, звезды, актеры, певцы. То есть, по сути, это уже сейчас международный интеллектуальный клуб и именно нетворкинг. То есть последние 4 года мы запустили проект в Узбекистане, и вы знаете, что в последнее время там такое движение бизнесовое и так далее. Очень многие наши участники клуба прилетели в Ташкент, и через наш клуб они интегрировались в бизнес-тусовку. То есть вот таким образом наши интеллектуальные игры помогают, и во время игры люди знакомятся. То есть можно прийти парами, командой там своей, а можно прийти по одному-двое, и мы таким образом собираем команду, например, там компания какая-то заводит на рынок и говорит, заводит свой продукт на рынок и говорит, нам нужны логисты, нам нужны налоговики и так далее. Мы их прям таким образом собираем в команду, и у нас рождаются из этого и совместные предприятия, и даже семьи. У нас в Астане познакомилась пара на игре, и у них уже близнецы родились. Очень интересно. А насколько тяжело было именно внедрить к нашему менталитету? Все-таки, конечно, менталитет людей из Москвы и из Казахстана – это все-таки разные вещи. Насколько тяжело либо легко было нашим людям принять такой вид времяпрепровождения? И все ли сразу поняли, какой большой эффект будет потом после вот таких знакомств? Вы знаете, нет. Вот даже я о себе говорю, насколько я человек, как я считала, открытый всему новому, но у меня было вот такое немножко о себе мнение, что а вдруг кто-то скажет, что Зуля на этот вопрос не смогла ответить, и поэтому то же самое у многих других. Есть мужчины, которые привыкли по жизни побеждать, и у нас играют и представители там, списка Forbes, и председатели правления банков и так далее. Это люди, которые нацелены на результат, и они хотят победить. Идея нетворкинга берет свое начало из теории 6 рукопожатий. Она была разработана в 1969 году 2 американскими психологами и в дальнейшем нашла свое неоднократное подтверждение. Даже Google, подводя свои подсчеты, заключил, что любой человек может дойти до любого желаемого через 6-7 общих знакомств. А значит, полезные связи – это лишь вопрос желания и времени. А у меня на этом все. До встречи на Atomic and Business.